Правительство России выделит из резервного фонда более 8 миллиардов 600 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусом, за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Другим распоряжением выделяется почти 16 миллиардов 100 миллионов рублей на выплаты медицинским и иным работникам за выполнение особо важных работ при непосредственном оказании помощи пациентам с коронавирусом. Средства выделяются на основании прогнозов региональных властей в сфере здравоохранения по потребности в дополнительных финансовых ресурсах за октябрь. Якутии выделят из федерального бюджета 254 миллиона рублей для борьбы с коронавирусом. Из них 217,5 миллионов рублей пойдут на борьбу с COVID-19, 36,5 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных. Свыше 1000 безработных Якутии трудоустроились в рамках программы по обучению по востребованным профессиям. Программа нацелена помочь людям трудоустроиться, а также выполнить потребность работодателей в отраслях экономики, наиболее пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции. Также для помощи безработным и гражданам, находящимся в зоне риска увольнения, организуют общественные работы и временную занятость. Всего на учете в качестве безработных по данным на 28 октября состоит 33 130 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 6,7%. А вот число зарегистрированных самозанятых в Якутии за 3 месяца превысило 2800 человек. Специальный налоговый режим действует в Якутии с 1 июля. К 2021 году в регионе планируется достичь количества самозанятых до 4500 человек. Больше всего самозанятых сосредоточено в Якутске, в Нерюнгринском, Алданском, Ленском и Мегино-Кангаласском районах. На региональных дорогах Якутии возведут и реконструируют 5 мостов. Сдача в эксплуатацию запланирована в этом году. На сегодня завершены строительство моста через реку Тюгюэне в Кобяйском районе и реконструкция мостового перехода на реке Бюрё в Амгинском районе. До конца года будут возведены и обновлены мосты вместе с подходами на реке Аргахтах и ручье без названия в Мернинском районе. В Аймяконском районе мостовики завершают реконструкцию объекта через реку Терех-Юрях. Отмечается, что строительство и реконструкция мостовых сооружений будут продолжены в следующие годы. Так, в Тампонском районе в 2021 году на автомобильной дороге Яна планируется реконструкция мостового перехода через реку Минкюля. В 2022 году будет обеспечен проезд через реку Аллах-Юнь на 609-м километре автомобильной дороги Амга в Усьмайском районе. Строительство и обновление всех объектов ведется за счет Республиканского дорожного фонда. В Якутии планируют реконструировать 16 аэропортовых комплексов. Проекты вошли в национальную программу развития Дальневосточного федерального округа. В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусмотрены мероприятия по реконструкции аэропортовых комплексов в Якутске, Алекминске, Нюрбе, Мирном, Черском, Жиганске, Хандыге, Белой горе, Верхневилюйске, Вилюйске, Депутатском, Сангаре, Нерюнгри, Полярном, Уснере и Магане. В этом году продолжаются работы по строительству и реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Алекминск, Нерюнгри, Жиганск, Якутск с завершением в 2020-2022 годах. Также продолжаются работы по реконструкции аэропортового комплекса Верхневилюйск и разработке проектно-сметной документации аэропортов Маган, Полярный и Уснера с завершением в 2020 году. Дополнительную электростанцию запустят в тепличном комплексе Саюрье. Это делается для повышения урожайности. Мощность электростанции составит 2 мегаватт. Напомним, проект реализуется на ТОР Якутия. На предприятии приступили к реализации второй очереди 3-го этапа проекта. Срок его запуска – 3-й квартал 2021 года. Сам проект запустили весной 2016 года с применением технологий, разработанных на японском острове Хоккайдо, регионе с холодным климатом. На предприятии трудится более 60 сотрудников. В 2021 году численность персонала увеличится до 80 человек. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.